Меня зовут Светлана Тихановская, и на данный момент я волей судьбы являюсь лидером демократической Беларуси. В мае 2020 года мой муж хотел баллотироваться в президенты, мой муж Сергей Тихановский, но он был посажен в тюрьму за проявление своей гражданской позиции, и я решила вступить в эту борьбу вместо него, чтобы поддержать его. И так получилось, что я стала главным оппонентом последнего диктатора Европы Лукашенко на этих выборах вместе со своими боевыми подругами Машей Колесниковой и Вероникой Цепкало. Каждый день, начиная с момента регистрации, мне было страшно. Я просыпалась с этим чувством, засыпала с этим чувством, потому что были всегда преследования, были угрозы. И когда мы ездили на пикеты с моими боевыми подругами, также в любой момент нашу машину могли остановить, нас задержать. И что там еще придет в голову этим людям в балаклавах. То, что совершил белорусский народ, и в частности белорусские женщины этим летом и осенью, и совершают сейчас, это достойно того, чтобы об этом знал весь мир. Это подвиг белорусских женщин, наверное, мой личный подвиг. Просто всему миру необходимо знать о том, что происходит в Беларуси, какую роль в этом играют белорусские женщины, и как меняется отношение к женщинам в нашей стране. Каждая женщина уникальна. История каждой женщины уникальна. И для того, чтобы увековечить, что ли, вот это историческое событие, которое сейчас происходит в Беларуси, увековечить историю каждой женщины, показать, что каждая женщина важна в этой борьбе. Наши женщины просто обязаны делиться своими историями для того, чтобы никто не был забыт, чтобы история помнила каждую из нас. История помнила, что несмотря на страхи, несмотря на репрессии, мы все равно шли вперед вместе с нашими мужчинами, иногда вместо наших мужчин, но мы не сдавались.